Александр Турчинов за 12 часов изменил свою позицию практически с точностью до наоборот. Если накануне Турчинов заявил о силовой зачистке юго-востока Украины с привлечением армии, то на заседании Согласительного совета Верховной Рады спикер уже призывал к референдуму и заявлял о готовности расширить права местного самоуправления. Изменения в Конституции, над которыми уже работает специальная конституционная комиссия парламента, это очень важный вопрос, который может консолидировать всю Украину. Изменения в Конституции должны широко обсуждаться в обществе всех регионов страны и отражать интересы не парламентских групп и фракций, а всей Украины. Очень много в последнее время говорится о проведении всеукраинского референдума. Мы не против проведения такого референдума. Более того, я считаю, что всеукраинский референдум может пройти одновременно с выборами 25 мая, если Рада примет такое решение. Ультиматум Турчинова, как известно, Юго-Восток проигнорировал, и Турчинов явно не решился использовать силу. Сейчас в Верховной Раде о силовой зачистке говорят только крайние радикалы. Протидія окупантам. Оккупантам и диверсантам сегодня надо отвечать жестко. Я общался с народом в центральных областях. Народ поддерживает проведение антитеррористической операции. Не только поддерживает, а требует конкретных и решительных действий. Более того, народ просил меня передать, чтобы не затягивали с соответствующими решениями. И если нужно заменить правоохранительные органы, люди к этому готовы. Я разговаривал с генеральным прокурором, чтобы уголовные дела были не только против сепаратистов, но и против сотрудников правоохранительных органов, которые участвуют в саботаже. Однако фракция «Свободы» явно не может повлиять на позицию Верховной Рады. Также Тягнебок призвал Центральную избирательную комиссию найти юридический повод для отмены регистрации кандидата в президенты Олега Царева, поскольку Тягнебоку не нравится его публичное выступление. Впервые после 21 февраля, то есть с момента совершения госпереворота, фракция партии регионов заявила о себе как об оппозиции. Лидер фракции регионов Александр Ефремов силовой вариант зачистки Юго-Востока назвал началом гражданской войны, а некоторые решения Верховной Рады – сумасшествием. Качество законопроектов. Оно позволяет, особенно политических на сегодняшний день, когда с голоса вносятся законопроекты, которые только радикализируют ситуацию в обществе, которые ни к чему хорошему привести не могут. Поговорите с западными экспертами, которые приезжают сюда. Они говорят, сумасшествие в стране происходит. Что вы делаете, что вы принимаете? Через 3 месяца вы все эти законы должны будете переписывать. Таким образом, становится все более очевидным нарастающее противоречие формально правящей коалиции. Нынешний глава Кабинета министров Арсений Яценюк, который ранее выступал за политический диалог с Юго-Востоком, сейчас воздерживается от комментариев. По мнению аналитиков, Яценюк, как самый умный, предпочитает держать дистанцию между собой и блоком Турчинова-Авакова, прекрасно понимая и преступность, и бесперспективность силового давления на Юго-Восток. Владимир Синельников, Вести, Киев. Впрочем, сейчас